тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и благодарность на веки вечные. О Иисус, наимилейший Откупитель рода людского, глянь на Ты, кто покорно схиляется на подножие Твоего алтара. Мы Твоя властность и доверна режет Божию. Сегодня кожен из нас щиро отдається найчистішому серцю Твоему, там еще больше з'єднатися з Тобою. Многие отвернулись от Тебе, подорожающие заповедям Твоим, змилуйся над одними и другими, о Иису наиласкавейший, и притуливший до щедрого сердца Своего. Благодарность нам, о Иису, не только верникам, якие никогда не отступились от Тебя, и сынам марнотравным, якие Тебе покинули. Да помножи копьям наилучшей, вернулись яны в Московский дом, и не сгинули от нестачи и голода. Господа, даруй Ты, кто полуковать и вознесло заглушивший от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, как путка настала одна ужарки и един пастырь. Одари кощунство весь вечной свободою, дающий народам спокой и сгоду, ученикам научи земли от края до края, один вносящий голос. Хвала Божьему сердцу, про якое пришло для нас во времени. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас умами, будь нам обороною, сухость покусы и власть злого духа. Пороком просим, не отдай внучить славу, а Ты, князь войска небесна, могутностью Божией, силу верного шатана и низших злых духов, якие на разлуку душ снуют в воскресие. Аминь. Боже, Ты святейшим сакрамент покинул нам Господин свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушатовывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы замшедно чуваем современ Твоего откупли живейшего надарыш на веки вечные.
Слово апостол означає посланий, висланий. І Ісус вибрав тих апостолів, на яких можна було положитися, так скажемо, на яких можна було будувати костюм. Так Ісус сказав апостолу Петру, кажучи, ти скала, і на цій скалі я побудую костюм. Пізніше були інші, був так само Павел, який не бачив Ісуса живого тут на землі, у чоловічому тілі, але був покликаний і став апостолом народу. Дякуючи цим людям, ми сьогодні можемо прославляти Бога, називати себе християнами і дякувати Йому за тих людей, які були посланими. І так само для нас є прикладом. Сьогодні віншуємо всіх Петров і Павлов, всіх іменинників. Брат Олег молиться за капуцинів, Петро і Павло так само за наших парафіянів, які носять це ім'я. Я молюся сьогодні за нашу парафію, просячи Бога потрібні ласки для всіх померлих, просячи життя вічне. Сьогоднішнє керування збираємося на потреби апостольської столиці. Как мы могли год назвать наисвятейшую вяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что с расчленениями, думкою, словом, ушибком и занятванием. Моя вина, моя великая вина, тому прошу Найсвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай злюється над нами Бог Всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь.
Всемогутный, вечный Боже, Ты одарил нас великою святою радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костюлу верно заховывать науку святых мужов, от яких он отримав дар вір, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарицу едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні король Ирод почал переследовать некоторых людей из костела. Забил Якуба, брата Яна, мечом. И коли убачив, что это сподобалося юдеям, схопив так само и Петра, облив в ній простотом. И затримавши його, посадив в тямницю, и задал четверкам жауніра вартовать його, маючи намір після Пасхи видати його народу. Так Петра товарив тямниці, а костюл рупливо молився за його добро. У тую ночь видать його, той спав поміж двома жауніровими, скований подвойними ланцюгами, и охотники коля брамы вартовали тямницу. И вось анёл Павла з'явився перед им тямницы. Штовхнувши Петра в бок, разбудил его и сказал: «Устань, кучей!» И ланцюги опали з рук его. И сказал ему анёл: «Подпиражися и завяжи свои сандалии». И зробив так. После каши его: «Одень плащ свой и иди за мной». Коли вышел, пошел следом за им, не ведая, ти правдивое то, что робит анёл. Думал же, это з'я. Минувши первую и другую варту, яны подошли до железной брамы, что вела в город, якая сама чинилась перед ими. Вышедши, яны прошли одну вулицу, и раптом у нем покинули его. Тады Петр, опамятавшись, сказал: «Теперь соправды ведаю, что Пан послал анёла своего и уратовал меня от руки Ирода, и от всего, чего чекал народ юдейский». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. От усіх погрозах Пан визволив мене, от усіх погрозах Пан визволив мене. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на
Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, я уже проливаюся, як ахвяра, и настал час моего одоходу. У доброй боротьбе я змагався, бег скончив, веру заховав. Нарешті рихтується мне вянок справедливости, який дасть мне Пан, справедливый суддя у день той. И не только мне, а и всем, кто полюбил его объявление. Пан з'явився мне и умацовал меня, как здійснилось проповедование, и как почули все язычники, и как позбег я львиной пащи. Уратує мені Пан от кожної лихої справи и заховає мене для своего небесного владарства. Яму слава на веки веков. Аминь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Ты скала, и на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Матфею. В те дни пришел Иисус умешать с горы Филиппова и потому что ушку свои. Кажется, кем люди лечат Сына Человечего? И они сказали, одни одному крестителем, другие шибёю, а іншие Иеронией, одним из пророков. И он же кажется мне. Симон Петр отказал. Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему отказ, «Счастливый ты, Симоне, сын Йоновый, бо не тело и кровь открыли тебе это, а я Отец моих небес. И я кажу тебе, что ты, Петр, скала, и брамы пекельные не перемогут ее. И я тебе ключу владарства небесного, и что сделаешь на земле, то и будет связано в ней, а что раздержишь на земле, то и будет развязано в ней». Это слово Божие. Слава Тебе, Христе. Дорогі, сьогоднішня урочистість показує нам двох людей, Петра, першого апостола, не першого, основного, якому Ісус доручив ключове братство невісного. Але так само одночасово це був просто чоловік, просто рибак, якого Ісус накликав і вийшов. І другого чоловіка, який з'являється Святий Павло, якому так само признаємо титул апостола, посланника, апостола народу, дякуючи якому правда про Євангелія, про Божого владарства розійшлася на новий світ. І сьогодні Євангелія це чує, я хочу питання, якої задає Ким лічать на минуті, а так само ким не лічать сьогодні. І, звісно ж, він запитався, ким лічать сьогодні Єсуса, апостоли, одним другого, переказать одним Яна Крестителя, іншим. Думаю, что для меня это іншим, что для Иоанна, один из пророков. Когда я запытался, кем вы личите сегодня, сказал мне Петр. И, конечно же, в этой ситуации нам показывает такую правду, что человек, он зачем говорить
чим розказати про собі. Чим так само розказати про свої відношення з Богом. Богом не организации. Это исполнение того послания, которое Иисус нам, Бог нам дал попасть в сакрамент Божий. Сказать про свое творчество Бога. И тому не все показали. Не все знайшли нормально сказать, кто такие. Сдается просто. Сдается не остаться. Сдается, что тут такого, да? И там люди просто условно написали точно слова. Но все ж таки переносит это на наше лицо, на наши отношения с Богом, на наши отношения с ближними. Это вещь, про которую не так просто сказать. И говорит тоже так само, потому что принадлежит наши отношения с Богом. Это питание допустить сердце человека, допустить душу человека. Что не просто поделиться тем глубоким переживанием отношений. Бо можна говорити, що вони не такі глибокі. Може, так само розуміємо, що такі відносини не завжди такі, як повинні бути, та можуть сказати. Думаю, що такі питання нам так само варто навчання задавати статті, що не тільки апостоли були представлені, але кожен з нас, охрестивши Ісуса Христа, охрестивши Його ученицю на служінні, так само поставили Його в свідчість апостолів. И другая вещь, которая меня завжди неким чином удивляла и не давала спокойно, думаю, что это не апостолы просто люди за того, из другого так само выбрали самим Богом, выбрали самим Иисусом, были поставлены для того, чтобы убеждать про Его неблагодарность. И после выбранства, самим Богом, мы, конечно, не доработали, это, конечно, великое, что надо тяжко нас перевести в те часы, когда Иисус, когда воскрес, когда поступил апостол, когда размовлял с ними, учили суд, и читали, можно где-то так само, некоторые могут сказать, что зарежена вера, бачили, познали, доконулись, але почнете вибратися з одного боку до того, это звішення до великої гордості. А з другого боку, это так само разність і нечистості. Тобто, як і Павел, описує, що все можна зрозуміти. І часто в нашому житті, коли ж ми стикнулися з питаннями, питання зараз чуємо не раз, надоело слухати про релігію. А ось задаємо собі питання, за що? Чому? Коли сатира приводит человек, скажем так, которого делает, что он побожен, что он Богу, и да, Бога, и другая скрытка, мы говорим про человека, который из нас хочет быть наилучшим, не только у своих обовязков, семейных, сужденств, праці, але так само коли приходиться нам це епіство, конечно ж, одразу чоловік починає питатися, за що нам Бог? За що нам Бог це чим ви і чим ви винуваті? І, конечно ж, проводиш такий паралель, можна запитатися, чим ви апостоли винуваті? Що померли на цьому, що отдали своє Ісуса Христа, кровь вышли на хлеб, и тут якби шмат можна розважати на ньому, але відповідь про що з'являється якоїсь історії этих апостолів, людей, які опирали своє життя до Бога. Для Бога, своє життя
не пытались за что. Не пытались, кто-то не пытался, как его арестовали после тюрьмы, и тогда я не пытался за что. Достойно зносить ранность, достойно зносить терпение, потому что где-то потому что где-то знаешь, что это для него Бог это дал свое и поэтому из этих людей называем апостолы розовыми на людях, на иконах, на образах, да, и часто здесь можно, если является апостолом, скажем, такого человека, он может здесь не удать, жил, говорил, и это сотворили люди, мужи, это герои, за которых мы прославляем Бога, за то, что они сделали для нас, потому что всякий ученик в Евангелии Божие Слово дойшло до наших часов. Дякуючи їхній отвагі, дякуючи їхній любові, посвятили, отдавали своє життя. Думаю, что это так само является для нас прикрытым, коли відбувається питання в психологічних причинах, які нас покриті, захворили, перечищені, здається тяжкость, терпіння в нашому житті, вона проходить справа із цих людей, апостолів, яких не спиняли, не росли, продавали, не стояли перед желанием обращения к Богу. Они посвятили нашу жизнь. Их приклад умацовывает нас в дороге христианства, в дороге для веры, являющейся их мужесть, их отданность той справе, для якої были посланы, для якої были покликаны, для якої умацовывает так само наше життя, наше серце на святу радість Христа, на святу нашу земельну життя. Вызвать нашу веру, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего башенного и небашенного, невозвинного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, первый в силе ради, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, нарожденного, а не спорного, одиносутного Отцу, ради якого все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и установился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет справа рука Отца, и снова придет в главе, судить живых и померных, и Его царству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який пророков, веру в один и святый
Молимся за всех христиан, которые земли работы не смогли открыть церкви, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, который написано Отца и Бога Христа, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Молимся за бискупов и пресвитеров, которые за данностью апостолов обещали свету Христова избавления, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, как заступничество святых апостолов, отцов, проповедников, проповедников Божьего Слова, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех вызнавцев Христа, возрастающую любовь до Бога и объединившись до полной верности и правды, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех членов святых Петро, Павла, нашей парафии, собор наших, праведников, просящих Божьей ласки, заступничество святых апостолов, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Молимся за всю нашу парафию, за нас, как мы своим житьем прославляли веру и благословение Господа, Святой Господи. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы и учеников про заступничество святых Петра и Павла. Твой костюм возрастал в правдивой вере, даст Христа, Папа нашего. Аминь. Молимся, браты и сестры, которые нашу веру принял Бога и заключено. Нехай Пан Бог прийняв отрягу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христу Святому. Просим Тебе, Пане, заковай, нехай заступництво святых апостолов супроводжає наші дари, які ми Тебе просим, і да поможе нам побожно удельничать в этой ахвяре, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Укор в сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче, могутный, вечный Боже, бо Ты спрадвечный пастырь, не покидаешь свою овчарню, але про святых апостолов неспинно отуляешь ей опека, как керовали ею Тыя люди, яким Ты, як наместником Твоего Сына, доручил пастырскую ладу, тому за анёлами усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними вскликаючи. Святый, Пан Бог всемогущий,
и неостылно избираешь народ свой, а полосы до заходу складал имени Твоему чистую офяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мозою Духа Твоего в эти дары, какие мы принесли Тебе на офяру, как стали они телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, и нам наказал здесь снять эту таинницу. Бо ему Твою ножку не был выдателен, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: берите и пейте з его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры. Пане, вспоминающий Божию руку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскрешение в Него шествие, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе в эту живую и святую офяру. Узглянь прощен на дар Твоего костела, и прими Его як офяру, якую Ты пожадал быть умилостивлен. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай сам учинить нас вечным даром для Тебе, как позволи отрывать спадщину с выбранниками Твоими, наипрежде святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Иосифом и Иоанном, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и ущими святыми про заступництво яких мы сподеемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая афера нашего поеднания принесет покой и избавление. Будь ласкаво называть у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугою Твоим, папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою. Будь милый до просьбы у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, добрый Отче, ласково з'єднай с собой ущих, расщенных по свете детей Твоих, наших помилых братов и сестер, и ущих, кто ласцы Твою душом с этого свету, милостиво принял володарство Твое, где и мы сподеемся быть образами ими, заущуды радоваться Твоей хвале. През Христа Пана нашего, през якого даруєш свет, ущелякими добром. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разуще веки вечные. Отримаємо Духа Святого, який нас учинив Божими дітьми, і тому освітлюємося казати. Господи,
нам милосердности Твоей, как мы были заущуды вольни от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыся Збавцы нашего Иисуса Христа. Благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костюла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословення покликами на вечерю волю. Аминь. Я не варты, как Ты вошел в время, а я скажи только судья, оздоровлена душа моя. Петр сказал Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отказал ему: «Ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костел».
Молимся. Dobry Boże, umocowany Najświętейшим сакраментом, o Ciebie prosi. Uczeni, aby jak pierwsze chrześcijanie zawsze wdzielniczyli w łamaniu chleba i zachowując wierność nauce apostolów, byli jednym sercem i jedną duszą. Kolegiecie, prosimy za modlitwą wszystkich imienników jeszcze raz z imieninami i tu присутnych i tych, что дома сидят, может глядеть. Моего брата так само сегодня именины, але не глядите, потому что вірше он до нам приїхав. Бачу вас, що так сумуєте за парафією, да? А ваші очі бачу, що там, напевно, є шмат тих очей, яких не бачу, які мене бачать, і брата Олега так само. Ось тому сумуємо, запрошуємо, але, звісно, про осторожність забувати не можна. Сьогодні так само урочистість Петра і Павла, але хтось має які освячені Папам Римським, яким-небудь Папам Римським, які-небудь побожні речі. Ужанчики там чи ще щось, чи вдруг таке є, і помолитися побожними ужанчиком, може отримати так само повний відпуск. Ось, а так, желаю всім вам доброго вечора, настрою. Дякую ще раз, запрошуємо, святкуйте. Пан з вами. Похилите голову на благословение. Бог хвала і радость усіх святих, який умацував вашу віру свідченням апостолів. Нехай благословить вас про заступництво святих апостолів Петра і Павла. Нехай Христос, який послав апостолів, свідчить об'їм словом і прикладом про їх заступництво, так само і ви свідками правди. Заступництво святих апостолів, від яких ви отримали дар віри, нехай допоможе вам прийти до вічної айчини. Благословення всемогутного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас і настанеться назавжди. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо вам, Богу.